Глава сельского поселения называет его дорогой жизни, а исполняющий обязанности главы республики – памятником аварийной архитектуры. Это все о деревянном мосте в поселке Якуньоль. Его возводили когда-то стройотряды. Тогда в Якуньольский леспромхоз был ударником производства. Сюда на лесозаготовительные работы приезжали со всего Союза. Мост был просто необходим. Точную дату не знаю, но 70-й, 72-й, потому что его пускали не то, что как сразу, а ведь лесопункт работал, движение не остановишь. Вот начали. Вот в этих годах его начали строить студенты. Челябинский индустриальный институт приезжали сюда. Строили общественную баню большую, хорошую, красивую. Ну и мост. А достраивали уже наши своими силами. Леспромхозовские рабочие. Сейчас потребностей в хорошей переправе у сельчан не меньше. Активные граждане поселка пытаются найти правду. Почему же их мост на протяжении нескольких десятков лет только рушится? Хороший мост – это в первую очередь связь с большой землей и безопасность. По их словам, случалось и такое, что горела баня, а пожарная машина смогла доехать только до моста. Дальше опасно. Тушили пожар своими силами. Сейчас по нему могут проехать только легковые авто и негруженные «Газели». И то с опаской. Ограничение 5 тонн. Мост стоит только благодаря металлическим швеллерам, которые в основе конструкции. Сваи его только поддерживают. У нас ремонтируют его космический, и тут же знак пишет «Проезд». Деньги освоены? Освоены. Рада, что не выкрасили. Покрасили бы, он хоть красивее стоял. А проезд запрещен. Как так? Куда деньги тогда делись? Положили только доски на колесопровод, там тысяч, может, 20-30 ушло у них. А куда и остальные? Вот и хочу знать, почему нам ремонтируют, а по нему ездить нельзя. Но больше всего людей волнует то, что мост несет опасность для школьников. Их сюда возят из соседних сел. К нам приезжают в нашу школу дети из Прокопьевки и Слутки. Их всего 10 человек. Это 7 учащихся и 3 дошкольника. В этом году будет. Вот. Чтобы ничего не случилось, у нас, конечно, назначают сопровождающего. Приезжают к мосту, высаживаются ребята, потом автобус переезжает, а ребята с сопровождающим переходят через мост. Затем снова садятся в автобус и едут к школе. И точно так же обратно. Кроме школы, здесь есть современный ФАП, прекрасный дом культуры, библиотека, почта и магазины. Все, что нужно для комфортной жизни. Местные уверены, будь бы хорошая дорога, переправа, люди бы стали возвращаться в родные края. Проект по данному мосту подготовлен. Стоимость этого проекта оценивается более 60 миллионов рублей. Соответственно, данный мост мы включили в программу, федеральную программу строительства мостов и тоннелей. Значит, данная программа находится в стадии формирования. Я думаю, до конца года программа федеральная будет сформирована, а потом можем вернуться к этому вопросу, посмотреть, попал ли мост в данную федеральную программу. Я думаю, что за счет федеральной программы мы могли бы решить вопрос с этим мостом. На следующий год мы можем уже реализовывать этот проект. Мост там капитальный, проектная документация уже подготовлена. Железобетонный мост, длина моста более 70 метров. Жители Якуньоля надеются, что когда-то избавятся от страха остаться на том берегу. Просто ждут новый мост и берегут действующий. Дарья Вологжанина, Алексей Паршуков, Олег Костромин, телеканал Юрган, Прилузский район.